На вопрос «Сколько вам лет?» Алексей Петрович отвечает с улыбкой: молодой еще. А ведь ему уже 94 года. Коренной москвич приехал в Коми 55 лет назад, да так и остался. Говорит, все кругом стало родное, и холодный край давно не пугает затяжными зимами и коротким летом. Когда началась война, юному Алексею едва исполнилось 17. Обстреливаемую гитлеровцами столицу пришлось покинуть. Семья Вдовиных эвакуировалась в Тамбовскую область. А уже через год юношу призвали на фронт. Учебная часть, за ней Калининский фронт. Там Алексей был связистом. Вспоминает, порой чинить телефонные линии приходилось, пробираясь по-пластунски по полям сражений. Потом молодого бойца ждал новый приказ. Ехать в Москву, получать новые машины, студики, студебекеры. Это «Катюши», на которых снаряды были, эти самые, пускали ракеты. На АЗИС-5 были, а получили мы студебекер. И там в Москве на Павелецком вокзале встретились с отцом. Алексей Петрович до сих пор удивляется, как произошла эта случайная встреча. И откуда узнал папа, что Леша будет на вокзале. Это тогда сильно его поддержало. После были и Румыния, и Польша, и Венгрия, и Австрия. 9 мая 45-го боец встретил в Чехословакии. О победе сообщили и командиры, все. Там уже не радио, не рация-то. Тут уже офицеры. Все. Победа, победа кричали. А радость была такая замечательная, конечно. Что так победили мы. Молодцы. Сегодня, смотря на фотографии, Алексей Петрович отчетливо вспоминает чуть ли не каждого военного товарища. Вот это поваром был, солдат кормил. Это помпотех, старший лейтенант, капитан. Это ефрейтор. После войны ветеран долгое время работал на шахте. Позже был и трактористом, и шофером. Говорит, за рулем провел 65 лет. Есть у Алексея Петровича 2 дочери, несколько внуков и даже правнуков. А самое главное – мирное небо над головой, ценить которое, говорит ветеран, нужно каждый день. Евгений Стокос, Любовь Филиппова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.